Великие умы пытались ее объяснить. Ее конец возвращал к самым банальным вопросам и суждениям. Для всех она была самым дорогим подарком. Неокрепшие умом и близкие к бесценному опыту. На протяжении всего времени она учила, но никого не выучила. Для кого-то она очень трудна, словно наказание, а для кого-то нет. Жизнь. Как же ты прекрасна, если достойно тебя пройти, и как же ты страшна для отчаявшихся. Они видели жизнь. Они видели свергнутых правителей. Их жизнь шла, а все вокруг менялось. У них бывали свои моменты счастья, но все вокруг было изменчиво. Много несбывшихся планов. Каждый человек хочет быть особенным, хотя не каждый. Ищем что-то особенное. Ни у кого из людей не хватает способностей, чтобы полностью ее понять. Мы такие, а не жизнь. И довольно глупо опровергать Создателя, тогда как на протяжении всего времени мы изучаем самих же себя. И сколько еще вопросов? И сколько раз еще скольким начинающим жить нужно будет все осознать. Человек слишком слаб, чтобы отвлечься от реальности, что бы он ни делал. Иногда человек может доказать, что он слишком даже силен, чтобы жить. Но ради чего жить? Ради кого? Это правильно, что от нее нужно брать все, потому что она слишком коротка. Но правильно ли истратить ее лишь на себя? Зачем казаться сложнее и потом жалеть себя, что с тобой мало кто общался, мало кто понимал? Разве не глупо то, что мы находим время, чтобы смеяться в то время, как кто-то ходит голодным? Мы стараемся об этом не думать. Нам важнее видеть счастливыми лишь своих детей, свою семью, своих близких. Это отдаляет нас от большой семьи, от всего мира. На фоне всего этого наши личные проблемы так ничтожны. Лучшие качества учат людей соревноваться между собой в стремлении сделать больше доброго и полезного, но не смотреть друг на друга, как на соперников-врагов. Да, мои слова не остановят войны, мои слова не приласкают плачущего. Кто-то не досмотрит этот ролик даже до этих слов. Кто-то вообще.
прожив жизнь, мы можем дать ей более подходящее описание, не потратив много слов. Итак, я расскажу вам, как правильно жить. Берете небольшую емкость, кипяченая вода. Мы привыкли, что все объяснимо. Я не расскажу вам рецепт жизни. Когда человек начинает понимать, что имеет право и вполне вероятно сможет повлиять на мир, то он обязан не жалеть себя для других, потому как таких, как он, очень мало. Если задаешься вопросом, что такое жизнь, эта передача не даст тебе прямой ответ. Нет таких передач. Не осталось среди людей тех достойных, которые подсказали бы верный путь. Но эта передача поможет тебе, может просто собраться в мыслях. Главное, я не вру, что это лучшая работа. Я обращаюсь ко всему миру. Если мы готовы делиться сказками с детьми, примитивными рассказами человека, почему мы боимся учить детей религии? Знакомьте их с действительной историей, чтобы потом, отходя от лжи, от человеческих сказок, они не тратили много времени в познании того, что есть на самом деле. Душа любого человека нуждается в исламе. Просто наше жалкое тело боится, что трудно его выбрать, уважать себя и быть ответственнее. Мир без религии невозможен. Неверующий не знает, надо ли быть достойнее, надо ли иметь честь. То есть много людей могут просто сказать, что и без этого могут вполне счастливо прожить жизнь. Неразумеющий не осознает тех ценностей, которые окутывают сердца уверовавших. Только исполненный любовью ко Всевышнему поймет, почему дана жизнь, почему и для чего нам дана наша плоть в этой недолгой жизни. Подумай, что ты сделал сегодня? Что ты сделал вчера, в этом году? Просто на минутку подумай, что ты успел сделать за свою жизнь. Мы разделили время на дни, месяца, года. На что нас хватило, мы обозначили все именами, определениями, номерами. Выбираем людей, чтобы доверять им смерти. Встаем, вспоминаем сны или нет. Нам предложили разные стили жизни. Оставаться собой и иметь собственное мнение. Доказательством этому, то есть тому, что у вас собственное мнение, никак не служит то, что выбрано из того, что придумано человеком. Будь собой. Может, кто-нибудь объяснит, что человек не готовая упаковка, когда входит в этот мир, чтобы говорить ему оставаться собой. Человек строится и учится всю жизнь. Знаю, многие не согласятся. Но подумайте. Человек настолько умен, что может подсчитать, сколько вдохов и выдохов он делает за сутки. Человек понимает уже, зачем нужен кислород, работа сердца, кровь,
человек настолько умен, что понимает влияние солнечного света на наш организм. И, как многие понимают, есть «но». Человек настолько глуп, что не понимает неслучайность этого примитивного механизма, когда даже не может контролировать, казалось бы, самые простые его процессы. Прости, Аллах. На земле нет человека, который знал бы все про наше тело. Нет и никогда не будет. На земле нет человека, который знал бы все про растения, цветы, животных. Нет и никогда не будет. Мы всю жизнь учимся. До конца своей жизни человек готовится жить. У каждого из нас есть полное право жить, быть наравне с другими. Но также абсолютно у каждого есть обязанности. Все имеет пару, кроме высшего разума. Если помогать другим хорошо, то не помогать плохо. Да, иногда дети задают смешные и глупые вопросы, но и взрослые любят играть. Большинство людей не знают, насколько разнообразна жизнь. Множество людей не знают, на что они способны. Скажите мне, что я не грамотен и неопытен, чтобы говорить о жизни. Я покажу вам грамотных и опытных, которые о жизни несут чушь. Все остается в прошлом. Будем вспоминать или нет. На протяжении всего времени человек заболевал одним и тем же – одиночеством. Его пытались приукрасить, красиво преподносить. Совершаем ошибки. Стыдно каяться. Знаем, что никто не совершенен, но все равно стесняемся исправляться. Притеснение нашего эго. И у каждого из нас работа самая трудная. Нас учат покупать бесплатные подарки. Сами же себя учим. Как и каждый день приходит к ночи, наш разум придет к вопросу: а кем я был на этой земле?
Человек не совсем богобоязненный, словно ждет момент, когда все уйдет из-под контроля Бога. Осторожничает, чтобы в таком случае встать против Него со своими правилами. Хочет увериться в том, что он не зависит от высшей силы, что он случайность. Как же бессмысленна его жизнь. Кто-то ищет отсутствие Бога, кто-то доказательств и знамений, что Он есть, а кто-то понимает преднамеренность всего и выбирает Бога. Как мы можем возмущаться в том, в чем мало что мыслим? О Боже, почему я, за что мне и так далее? Есть ли на самом деле среди нас те, кто думает, что эти люди не хотят жить нормальной жизнью, то есть создавать семьи, ненавидеть будильник по утрам? Их рождению тоже когда-то радовались. В любом случае, дети не виноваты. Жизнь – испытание. Добром и злом, богатством и бедностью. Каждое может быть исполнением чьих-то мечтаний, надежд. Представьте, что вы умерли. Какие мысли будут у вашей души? Хотя бы представьте, что вы на волоске от смерти. А теперь представьте, что вам дали шанс вернуться. Живите. Что вы сделаете? Цель жизни. У каждого она своя. Просто есть дороги достойные и наоборот. Вера в Бога значит верить в то, что Он ответит на молитвы. Иногда надоедает казаться интересными, и хотим, чтобы и нам было интересно. Когда-то все это исчезнет. Исчезнет наше поколение, поколение наших детей. Никто не вспомнит даже дату моего рождения, имени. Имею ли я право красиво одеваться, когда вокруг людям очень сложно? И о каком еще вкусе мне к тому же говорить? Они не слушают Дайда или Моби. У них не будет фоток на память. Их не волнуют ненужные вещи. Если бы наши мысли, сознание зависели от логики, мы бы сошли с ума.
озарение. Как хорошо, что вне зависимости от наших осознанных действий Всевышний смилостивился, что наше подсознание приходит к неожиданным выводам, мыслям, планам само. Когда кто-то подшучивает над чьим-то несчастьем и кто-то смеется, нам кажется, что так и должно быть. Возьми минуту, подумай. Посвящаем себя целям. Хотя кто-то устает от сложного, кажется, что сложности никогда не закончатся, и что вершина недосягаема. Наберись терпения. Ночь. День, ночь. И так на протяжении всего нашего существования. День, ночь. Однообразие убивает? Или постоянство нам в пользу? Жизнь. Разве в ней есть смысл для того, кто не понимает, как бесценна плоть, душа в ней, время, возможности? Использовать каждую секунду. Стараться использовать. Нас заменят, но пока мы живы, мы участвуем в жизни Земли. Нам никто не обязан, отдельно нам, как каждому, но мы можем обязать себя. Никто из нас не одинок. Просто чем дальше наше сердце от Всевышнего, тем дальше Он от нас. Вот и одиноко. Просто отведите один день для того, чтобы быть в нем очень-очень добрым, чутким. И к концу дня сделайте вывод, как прошел день. Если бы люди не совершали самоубийств, они многое бы сделали. Если бы войны не забирали наши жизни, мы могли бы многое успеть сделать. Одно из главных – побойся, что не успеешь за жизнь сделать что-нибудь достойное.
На каком страхе основан лозунг «Бери от жизни все»? На том, что, возможно, мы долго не проживем. Пусть человек не опускает руки и пусть не ведет себя безответственно. Пусть после его смерти кто-то и посмеется, что при жизни тот не успел нормально отдохнуть и тому подобное. После смерти от таких разговоров у нас ничего не зависит. Пусть расчетливость в отношениях не повлияет на нас. Главное, чтобы после смерти было кому за нас помолиться. Вдруг мы не доживем. А вдруг доживем. До самой старости. В любом случае, не истрать жизнь просто так. Есть люди, которые идут к своей цели, несмотря на насмешки, не изменяя своим принципам. Такой шаг может быть оправдан, если его намерение ради Всевышнего. Все, о чем я успел рассказать, может заставить вас немного грустить, поэтому мне надо кое-что вам сказать. Я скажу тебе кое-что ценное. Не слушай разговоров типа «хочешь изменить весь мир, начни с себя». Не трать на это время. Лучше приступай сразу к цели, если ты уверен, что она, цель, достойна. Поверь мне, дело, которое будет приносить благо, само тебя изменит к лучшему. Конечно, это не значит, что мы должны быть сумасшедшими.